Первый период зимы закончен, а чемпионаты по зимним видам спорта в самом разгаре. Гора новостей на самом масштабном хоккейном турнире в Уфе «Золотая шайба». Мы находимся в 130-й школе города Уфы. На ваших глазах происходит турнир, победители которого получат право представлять свою команду на республиканском этапе соревнований. Как прошла ваша игра? Игра прошла хорошо. В общем, получается, мы играли с командой, получается, у них были синие майки, и эта команда мне показалась не прям такой сильной, потому что мы играли посильнее. Что вас ждет в случае победы? В случае победы нас ждет городской этап. Мы будем играть со всеми районами. Собираться, играть на выигрыш. И, получается, дальше так идти чередование за Башкортостан будем играть и так далее. «Золотая шайба» – это всероссийский турнир среди детских дворовых команд по хоккею. Первый матч состоялся аж 8 декабря 1964 года. Ребята увидели на страницах газеты «Пионерская правда» призыв «На старт, друзья! Золотая шайба зовет». И после этого, в том же году, в турнире приняли участие 57 команд. Главным организатором был знаменитый тренер Анатолий Тарасов. Расскажи про вашу команду. Наша команда представляет 130-ю школу. Я играю за 130-ю школу, но я не хоккеист. Я играю в футбол. В нашей команде есть кто не умеет играть, и те, кто умеют. Некоторые очень хорошо играют, и они занимаются хоккеем. Все эти ребята не профессиональные спортсмены, они любители. Многие из них взяли экипировку на прокат, научились кататься на коньках и держать в руках клюшку совсем недавно, а кто-то из них выходит на лед раз 10-й в жизни. Так что не судите строго команду синих и команду красных. В любом случае, кто-то из них победит и пойдет подниматься выше по турнирной таблице. «Золотая шайба» – один из известнейших турниров России по дворовому хоккею. Данное мероприятие развивает у спортсменов рвение к победе. Желаем всем участникам успехов в своих начинаниях. Самира Газизульна, Ильнар Бигбов специально для «Горы новостей».